Ассаламу алейкум, казах еле. Вы находитесь на моем канале, на котором я хочу показать Казахстан своими глазами. Не только для казахов из России, но и для всех людей, для которых Казахстан не просто страна, а часть души. Мой род Черкеш-Суйныш, но в моих жилах течет и адайская кровь, так как у моей мамы род Адай, Тазике. Я давно слышал о празднике Амал, который ежегодно проходит в Пантау. Там, где я родился, в Саратовской области, этот праздник называется Курисаайт, но в таких масштабах там не проводят. Этот ролик не о путешествии в новое место на карте и не о впечатляющем празднике. Это видео я хочу посвятить единству нашего народа. Большинство на этом мероприятии были люди из рода Адай, но я увидел больше. Я увидел организованность и сплоченность. Мы выехали 12 марта после обеда. Дорога проходила вразрез степи. Смотря в окно на широту степи, я восхищался ее красотой. Наверное, многие подумают, что в ней красивого, если там пусто. Но я могу поспорить с каждым, что это красиво. Приехали на место 13 числа, отдохнули и поехали помогать устанавливать юрты и готовиться к празднику. Процесс был несложным, хотя раньше я никогда этого не делал. Возможно, подсознательно или в крови есть след, как правильно это делать. После того, как все установили, я решил прогуляться и узнать, что находится на вершине горы. Поднявшись на высоту, где стояла сотовая вышка, я увидел необычайную красоту с высоты птичьего полета. Словами это не передать, это нужно видеть. На высоте были расположены фигуры из камней. Я не знаю, как правильно это называется. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментарии. Увидев, что передо мной пара положила камни сверху, сделал то же самое. Возможно, это какая-то традиция. Далее я направился к мазару Бекет-Ата. Он находился на противоположной горе. Подъем и спуск сопровождался порывистым ветром, но погода была достаточно теплой. На горе был установлен памятник волка. Зайдя в мазар, было достаточно прохладно внутри. Там сидели взрослые люди, и они читали бата. Подняв руки, я присоединился к ним. Я считаю, что каждый казах, независимо какой у него ру, он должен посещать такие места. Это места силы, и не просто они находятся в этих местах. Я помню, когда с другом Рустамом мы из Алматы 2 раза подряд ездили автотуром до Уральска. И по дороге заехали за Козлардой в мазар какого-то батыра, честно говоря, не помню его имени. Мы зашли на территорию кладбища, там была мечеть и дом смотрителя. Пообщались с смотрителем и его женой, поговорили с ними, посидели, попили чай. Он нам прочитал бата в дорогу. Но ощущения после посещения этого места были сильными. В Казахстане много интересных мест. Я бы хотел посетить все. По воле Всевышнего мне удастся это сделать. Единственное, что мне не понравилось, то, что молодежь вела себя не совсем адекватно. Ругались матом, громко кричали. Это все-таки святые места. На спуске с горы я зашел в музей. К сожалению, батарея на телефоне уже садилась. Я не смог снять на камеру все, что было внутри. После того, как зарядил телефон, я отправился на концерт. На концерте были как местные артисты, так и артисты из ближайших стран Кыргызстана и Узбекистана. Шылбырын көкбестінің ойшыдамын Кел жастық теріс арқау дер шағымда Құрбын-ай, құрай қайдена. На этом мероприятии были репортеры. Я думал, что, может быть, подойти и рассказать им свои впечатления. Казах, который приехал из другой страны. Но мне, к сожалению, они не попались, но мой нағашы дал интервью. 2026 жылдың амал мерекесіменен барлық ағайындарды, бүкіл қазақ мұсылман балаларының барлығын осы мерекеменен шын жүректен құттықтаймыз. Жылдың басы Наурыз мерекесі жыл сайын осы Пантауда өткізілетін амал мерекесіне біздер жыл сайын Батыс Қазақстан облысынан келіп қатынасамыз. Осы елге
жаңағы бір тудың көк туымыздың астына жиналған әртүрлі елден әртүрлі ұлттың өкілдері бас қосып ынтымақты, татулықты паш етіп кейінгі ұрпаққа үлгі болу үшін осы жерде үлкен ауқымды амал мерекесін өткізеді. Мен барлығымызды осы амал мерекесімен құттықтаймын. Пока находились возле юрт из Западного Казахстана, рядом были флагштоки с флагом Казахстана. Я попросил своих племянников сыграть на домбре. Улан и Муса поддержали мою инициативу. На следующий день рано утром мы отправились на баге, конные скачки. Я впервые находился на скачках, это незабываемое событие. Учитывая то, что я практически все свое детство провел на лошади с юного возраста, и мне знакомо чувство скорости от езды на лошади. Любителей скачек было огромное количество. Место проведения шикарное, вокруг горы. Я даже немного позавидовал этим ребятам в хорошем смысле, что им выпала такая возможность участвовать в скачках такого масштаба. После скачек мы вернулись на праздник, а уже после праздника мы отправились домой.
Я не хочу сравнивать жизнь в России и Казахстане и говорить, что в Казахстане лучше, потому что я сейчас здесь живу. Но хочу сказать главное, что уже 2 месяца я чувствую себя полноценно счастливым человеком. Я, наверное, был таким же счастливым в детстве, когда находился в кругу близких мне людей по духу, когда все жили дружно. К тому же детство я провел в ауле, не в том, который сейчас в реальном времени, а там, где была моя же, где многие окружающие меня люди разговаривали на языке моих предков, где соблюдались обычаи и традиции, где я каждый день выезжал в степь на лошади и скакал навстречу ветру. В Казахстане я почувствовал себя живым и нужным. Впереди лето, и я уверен, что будет много мест, о которых я расскажу вам, увидев своими глазами. Всем коп рахмет, сау болыңыздар.